Я так устал. Это не то, что вот устал. Я так устал, потом вспотел, потом замерз. Ледяная грудь была. Я приехал, во дворе буран оставил и зашел в дом. Я разделся почти догола. Мне стало жарко. Я думал, все, умру. Я просто лег, я умирать лег. Свежие следы лося. Сегодняшние даже. О. Перешел дорогу в сторону востока. Ушел. Ну да, свежий след. Потому что каракат поднимался, наверное, позавчера. Или вчера они должны были подниматься. А вот следы, 100% свежие. 1000%. Не так сыро. Бывает и в болотных сапогах трудно идти. Но сейчас терпимо. Вот. Сейчас такой лес, а там пустырь еще начнется. Чтобы быстрее время шло, ребят, я поболтаю с вами насчет караката. Что мне не раз уже писали в комментариях: Олег, купи каракат. Олег, поможем купить каракат. Ребят, спасибо большое. Но мне он не нужен. Честно говорю, этот каракат мне вообще не нужен. Вообще не интересует. Техника не для меня. Как вы видели в моих походах. На зимних походах. На буране езжу. На летних. На лодочном моторе весной, осенью. Сейчас все лето ездил на УАЗике. Транспорт на все случаи жизни. На круглый год у меня. Как бы я уже все, что мне надо, я купил. Каракат хорош тем, что вот, скажем, если изба очень далеко находится и не доехать на машине, ни на лодке, ни на чем. Вот когда вот проходные избы строят, в том случае, думаю, может быть и каракат хорош. А я в свое время уже избы построил не больше, пока данный момент не нужно, мне хватает все, что я имею. Больше ничего не надо. Летняя изба, первая, которая вот летом туда осенью приезжаю, зимой будем ездить. Ну и вторая изба, которая промысловая у меня, это в основном осенью там я охочусь, бывает зимой езжу. Но каждым годом все становится как-то, я ленивый становлюсь, или же, как сказать, меньше стал тянуть меня в тайгу. Вот. Выгоды потому что нету. Это сейчас в этом году, вот сейчас этот поход, который я стреляю, добываю рябчиков, это интересно. Стрельба есть, но года 2 или 3 я ходил по тайге вообще без выстрела. За сезон. В прошлом году одного глухаря даже не удалось добыть. Капканами тоже уже все надоело. Вот. Поэтому техника мне никакая пока не нужна. В будущем может быть. В планах как-то мелькало там купить мотоцикл. Какой-нибудь китайский. Легенький такой мотоцикл. 4-тактный, меньше жрет. Но и в то же время у меня восход есть. Тоже
раз в год на нем езжу. Бывало там задумывался о мотособаке, ближние походы, чтобы, на рыбалку сгонять. Вот. Но тоже перед покупкой надо все обдумывать, стоит брать или нет. Каракат от 150 до 300 тысяч. 300 тысяч заплатить за какой-то поход. Я лучше вот так, пешком. Пройду 20 километров. Физкультура. Я довольный. Вот. Так что мне каракат не нужен. Говорю честно. Вот. А если что-то задумаю, я обязательно куплю. Несмотря ни на что. Как раньше покупал. Сперва Жигули, Москвич даже-то есть. Покупал за БУ-то есть. На нем учился ездить. В принципе, первые годы ездил. Потом купил УАЗик. После этого снова Жигули купил. И на зимние походы я купил, всей семьей. Не я, а всей семьей. Это жена, я вместе. Семейный бюджет, как бы у нас единый. И вот с женой, как говорю, давай, говорю, купим буран. Он 160 тысяч стоило. Дороговато, конечно. Как машина, блин. Но я говорю, буран для походов, зимних походов. Да и пускай стоит, думаю. На всякий случай там дровишки заготовить. Я уже в каком-то видео насчет этого говорил. В принципе, на нем можно тоже дрова таскать. С делянки там, скажем, выпишешь или схожее. Но это крайний случай, это крайний. Буран такая обжора, что дороговато все, конечно, обходится, но все равно буран хорошая техника. И, как сказать, немало уже на нем ездил. Захочется мне на буране на вторую избу. Сел и поехал, на первую сел и поехал. Но первая поездка, конечно, самая опасная. О, бля, утонула. Первая поездка, конечно, давайте вспомним, как все это было. Как новичок-буранист, я думал, это ты сел на буран и поехал. Просто сидишь и едешь по снегу. Оказывается, ребят, так сложно было, как сказать, управлять этим бураном по тайге, по глубокому снегу. И первый раз сел с утра, взял термос. Подожди, даже термос, наверное, не взял. Не помню уже, что я тогда делал. Короче, сел на снегоход и поехал. Все-таки я доехал до второй избы. И дурак не переночевал. Хотя еды было все для ночевки. Но я взял и обратно поехал. А там у новичка, это у меня, на буране каток перевернулся он там. Как-то переворачивается он, когда ты через бревна там едешь. И буран стал неуправляемый. Тащила в правую сторону. Я стоя, короче, на левой стороне стоя рулил. Я так устал. Это не то, что устал. Я так устал. Потом
вспотел, потом замерз, ледяная грудь была. Я приехал, во дворе буран оставил и зашел в дом. Я разделся почти догола. Мне стало жарко. Я думал, все, умру. Я просто лег, я умирать лег. Ну, блин, как же это называется-то? Обезвоживание организма, наверное, во-первых. Потому что у меня все пересохло. Потом я простыл капитально. И руки у меня, ну, реально от того, что я как-то неправильно рулил, у меня руки вообще заклинило. Я в туалет не мог ходить. Реально. И даже капельницы я в больнице там прокапался там. Если не жена, я бы, наверное, тогда вообще умер. Жена пришла дома, я там лежу полуубитый. Вот такая первая поездка у меня на снегоходе была, на буране. Многие этого не понимают, конечно, тоже. Но хорошо, что я доехал до дому. Мог бы в тайге где-то там. После этого, ну, каждым годом вот ты ездишь и начинаешь понимать это. И уже будешь рассчитывать, как правильно, что правильно, как правильно доехать, сколько времени ты потратишь на это, что с собой надо брать. Все это надо предусматривать. И как сейчас у меня поход, я пошел, у меня навигатор я сегодня забыл. Хотя уже навигатор тоже нужен был. Лекарство с собой взял. Без этого никак. Спички не надо забывать. Все это дело. Вот. Ну, это из своей жизни я рассказал. Какие трудные ситуации я попадал. Может, кому-то покажется, что это несерьезно. Можно там доехать и каток перевернуть. Просто я этого не понимал. Я не понимал, что у меня каток перевернутый и буран ехал, я не знаю как. Хорошо, что я обратно по своей буранице еще добирался. Вот. Ну, такие истории были из моей жизни. Для некоторых подписчиков, думаю, это я повторяюсь. Просто для новых подписчиков, кто первый раз не знает, конечно, не слышал это. Но есть которые подписчики уже по 5 лет смотрят и дольше. И эти истории я, конечно же, рассказывал, повторяюсь. Но ничего страшного. Вот. Фу. Да. Охота такая штука, конечно. Одиночная охота. Одиночные походы. Любые походы одиночные — это риск. Это... Не знаю, что тебя ожидает, блин. Вот. И примерно надо рассчитывать свои силы, свои возможности. Если не уверен в себе, лучше сиди дома. И не будет проблем. Не будешь создавать в семье проблемы там. Всегда все надо рассчитывать. Самое главное в этом деле, конечно, чтобы здоровье не подвело, а остальное. Остальное как получится, одним словом. Вот я иду по просеке. Все прочистили, отметили. У нас еще запас времени много.
Солнце еще высоко. Вот такие места заболоченные. Вот по такому месту, конечно же, на каракате тоже можно ездить. Но я предпочитаю походы пешком. Вот. Особо так не люблю технику. Ломается, ремонтировать тоже надо уметь, что к чему понимать. А если ни хрена ты не понимаешь, там сломается в глуши где-нибудь за 50 километров. Ой, блин, черпнул что ли воду? Вот тогда и думай, как добраться. Точно черпнул я воду. Носки, короче, сырые становятся. Основное болото справа. Вон там пустырь такой круглый, но где-то полкилометра на полкилометра. Но хорошее болото там. Даже косачиный ток был. Раньше не знаю сейчас как есть или нету. Вот. А наш кварталка стороной идет. Клюквы вообще нету. Там пару ягод увидел еще. Вот так. Маловато. Тут кого-то съели. А, косача. Тетерев косач тут. Кто-то съел. Наверное, этот. А, птица-то ястребли, как еще по-другому. Угу. Видно, что косач был вон. Кривые эти перья, вот хвост. Вот они какие. Перекусили тут. Ну, видать, все-таки и косачи тут обитают. Как-никак, как и говорил ток тут. И они даже осенью атакуют. Пару птиц все равно приходит на ток. Средняя кварталка. Квартал это 4 километра на 8 километров. 4 на 2 километра. 4 километра север-юг и 2 километра запад-восток. Это квартал. И на этом квартале еще на расстоянии километр еще делят. Скажем, километр на 4 получается. Так, с этой стороны надпись. Да, кварталка. И, как сказать, нестыковка тоже. Второй столб еще где-то дальше. А эти средние просека столбы не меняют, видать. Сейчас, наверное, основное только 4 на 2 чистят. А средние просека уже, наверное, забросили. Может быть и чистят тоже, фиг знает. Факт, что столб не меняли. Похоже, глухарь улетел. Камера выключена. Сейчас, может, еще кто взлетит. Далеко улетел. Хотя тихо шел, так спокойно. Да, одинокий был. Одиночка. Больше нету. Место для них самое то. Сосновый лес.
Болотистое место. Клюквой питаются тут. Травой, иголками от сосны. Да, один был, оказывается. Фух. Очередная кварталка. Вот он столб. Вот. И на север прочищали вот на север, на восток нечищенные просека. Они пришли или ушли на север. Южную сторону тоже нечищенная. 2 километра по болоту прошагал. Ну, недалеко уже осталось до нашей основной дороги. Это в прошлом году, наверное, меняли в прошлом году. Ладно, идем дальше. Фу-фу-фу. Вспотел конкретно. Демисезонные штаны, блин. По болоту, когда идешь, жарко. Когда уже вылезем из этого болота, блин. Пить хочется. Утонул, ебать. Сейчас пиздец нахуй. Ой-ой-ой. Набрал воды опять. Бля, так глубоко оказалось. Пипец. Вот что значит не проверил. Все путаю, блин. Обычно я в такие походы в болотных сапогах всегда иду. Вот это да, болотень тут. Яма. Так. Немножко набрал воды. Второй сапог. Бля. Угу. Здесь уже так заросло, что я уже просеку потерял. Иду на солнце, наугад. Какие великаны. Деревья, ё-моё. Ой. Это берет вообще. Вот это да. У реки высокие деревья. Очень высокие. О. Чашу можно сделать из этого. Сейчас забываю, как это называется. Не могу запомнить. Ё-моё, вот это да.
озеро. Ну вот, ребят, вот та дорога, о чем я говорил. Больше половины пути мы прошли. Скажем, если поднялись мы до сюда, ну, 2 километра уже срезали. И если круг полный сделать, как и говорил, километра 5-4 примерно. Укоротили этим 2 километра мы укоротили 4 километра. Вот. Одним словом, короче, где-то сейчас у реки я остановлюсь, попью остаток чая и не спеша, спокойным шагом по этой дороге будем спускаться. Дорога сухая, все лето ездили на каракате. Да и тут, в принципе, река. Можно здесь просто посидеть. Усталость уже набирается. Пора и отдохнуть. Посмотрим, какой вид тут у реки. Фу, ну вот. Фу. Тупо посижу тут. Вид красивый. Листва еще полным ходом. Ну, зеленая. Не хочет даже желтеть. Вот так. Буду отдыхать. Чай попью. Сейчас взлетит. Не вижу. Где-то он на рябине или где он? Ё-моё. Оказывается, вот тут я там смотрел. На елке сидел. Вот тут буквально тоже 5 метров. Я в стороне смотрел. Да, перехитрил. Столько времени потерял. Ё-моё. Не увидел его. Но по пути в ту сторону улетел. Свежие следы лося. Сегодняшние даже. О. Перешел дорогу в сторону востока. Ушел. Ну да, свежий след. Потому что каракат поднимался, наверное, позавчера или вчера они должны были подниматься. А вот следы, ну, 100% свежие. 1000%. Вот. Так что
наших лесах даже животный какой-то обитает. Это хорошо. А рябчиков всех разогнали отсюда. Да и следы не только караката. Здесь на мотике кто-то поднялся и спустился пешком. Следы я видел. Одним словом, ходят люди. А где мы сегодня были, там практически не видел, чтобы возле ручья того кто-то ходил. Там даже медведь живет спокойно себе. Вот тут рябчик. Тоже как это, ну, в Пуртыкачемис, как же он называется, чистит себе он там. Ванну принимал, так скажем. Если план не поменяется, завтра еще у меня будет охота на рябчика. Я, наверное, сегодня еще останусь, переночую. Завтра целый день еще побродим и домой поедем. Потому что солнечный день стоит. Вообще безоблачно. Завтра, думаю, тоже самая такая погода будет. Но прохладно сейчас. Я на болоте спотел, пока шел. Прям вообще. А здесь вот я наоборот. Немножко прохладно даже. Возможно, сегодня заморозки будут ночью. Вот. Переночуем, побродим и поедем домой. Не знаю, сегодня кого-то еще удастся, нет, добыть, но здесь вообще пустота. Всех разогнали. Птица или вглубь тайги ушла в сторону, или же просто заречье он туда перешло, там река течет. Просто заречье перешли, и там спокойно для них. Там вообще никто не ходит. Если может быть только охотник, может какой-то, если у него промысловые тропы там есть, может быть и он туда пойдет. А просто вот так охотник, нет. Там тишина. Вот. А здесь ездят, ходят, шумно тут. Шум, гам. На технике ездят, это, да, и просто здесь избы ниже. Оттуда могут просто с манком охотники ходить. Или сверху сюда. Я сегодня тоже вот прохожу. Вот. Но также здесь я раз в год круг такой делаю. И только если зимой на Буране, дальше походу будут сюда. А сейчас у меня на первой избе пока походы приостанавливаются, потому что я уже скоро поднимусь на вторую избу. И там уже буду бродить в поисках глухаря. Вот.